Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Ушара. Сегодня в программе. Иначе противостояние неизбежно. Митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Объект будет сдан в срок. Завершается строительство здания Верховного суда в Сухуме. Митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии против возвращения в политическую жизнь страны экс-президента Александра Анкваб прошел сегодня в Сухуме на священном для ветеранов месте у моста через реку Гумиста. О требованиях участников акции расскажет Саресмар. Возвращение в политическую жизнь страны Александра Анкваб дестабилизирует общественно-политическую ситуацию, убеждены ветераны. По мнению участников митинга, Анкваб утратил моральное право участвовать в политической жизни государства тогда, когда, будучи президентом республики и, соответственно, главнокомандующим абхазской армии, укрылся от своего народа на российской военной базе в Гудауте. Он должен снять свою кандидатуру, потому что будет дестабилизация в Абхазии. И он знает это прекрасно, но, по-моему, мне так кажется, лично, что это специально делается, чтобы вот здесь было столкновение, чтобы было беспорядок. Ветераны с возмущением рассказывали о том, что Александр Анкваб игнорирует их неоднократные попытки личной встречи и расценивают это как непростительный пример проявления неуважения к ветеранам войны. Однако самый главный фактор, который не позволяет экс-президенту стать депутатом парламента, по мнению собравшихся, это незаконная выдача паспортов гражданина Абхазии, инициатором которой он выступил. Этот факт митингующие назвали настоящим преступлением, в первую очередь против тех, кто сложил свои головы за свободу и независимость Родины. При этом собравшиеся считают, что Александр Анкваб может вернуться на Родину только в качестве гражданина, а не политика. Поверьте мне, мы ничего против него как гражданина республики не имеем. Он может здесь находиться в кругу семьи, со своими родственниками, с друзьями, с тем, с кем он общается. Но участвовать в политике – это сугубо наше субъективное мнение, что он не имеет морального права участвовать. И скажу вам коротко, хватит, потому что он прошел весь путь от депутата парламента до президента страны. И в 65 лет можно закончить политическую карьеру. Хотелось пожелать ему благоразумия и его сподвижникам благоразумия не делать этого. Самое главное наше опасение состоит в том, что мы боимся, что народ может это возмутить и привести к неким столкновениям, противостоянию. То, что надоело народу Абхазии. Митинг на Гумистинском мосту продлился чуть более часа. Перед собравшимися выступили ветераны войны Рауль Смыр, Рита Гадли, Роман Квицини, Амиран Абухпа, Мзек Винадзе и другие. Участники акции подготовили обращение к генеральному прокурору Республики Абхазия Зурабу Ачпа. Мы, ветераны войны, знаем, что в 1994 году прокуратурой Республики Абхазия было возбуждено и расследовалось уголовное дело в отношении Анкваб Александра Золотинского по факту незаконной передачи 18 августа 1992 года оружия, хранившегося в МВД Республики Абхазия, в Комитет государственной безопасности господину Яселяне. Фактически оружие было передано грузинской стороне на 4-й день войны. Некоторые материалы из данного дела были опубликованы позже в средствах массовой информации. По разным сведениям нам стало известно, что в бытность Анкваба премьер-министром данное дело было изъято из архива и уничтожено. Надеемся, что это лишь слухи. Согласно закону Республики Абхазии о доступе к информации, просим вас предоставить нам или в СМИ Абхазии материалы данного уголовного дела. Если данное уголовное дело уничтожено и не хранится в архиве Генпрокуратуры, то данное обращение просим считать нашим заявлением с просьбой возобновить расследование по факту передачи оружия Анкваб Александра Золотинсковича, так как, по нашему мнению, данный факт является предательством Родины, а такое преступление не имеет срока давности. После ознакомления с текстом обращения участники митинга поставили под ним свои подписи. Обращение будет направлено генеральному прокурору Республики Абхазия. Саресмыр, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с митинга ветеранов войны смотрите в нашем эфире после новостей.
Сегодня президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении орденами Ахтсапша третьей степени. Даниил Убирия награжден за активное участие в общественно-политической жизни республики. Ветеран Великой Отечественной войны Арсен Чакрян награжден за многолетний плодотворный труд, активную общественную деятельность. Сегодня же президент подписал указ о присвоении почетных званий «Заслуженный учитель» и «Заслуженный врач» Республики Абхазия. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения президент присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» директору средней школы номер 2 села Яштхуа Роберту Алварцяну. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу президент присвоил почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Лейле Габозовой, Заире Джиоевой и Георгию Шоне. Виталий Хутаба назначен главой администрации города Пицунда. Соответствующий указ подписал президент Рауль Хаджимба. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии. Делегация правительства Абхазии во главе с премьер-министром Бесланом Барцыц приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. В рамках форума Беслан Барцыц встретился с руководителями субъектов России, председателем Совета фонда Центр стратегических разработок Алексеем Кудриным, а также с генеральным директором Россети Олегом Бударгиным. В ходе встреч были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества. Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии председателя правительства России Дмитрия Медведева. Ингурская гидроэлектростанция начала свою работу в полном объеме после завершения мониторинговых работ в деривационном тоннеле. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, на данный момент вся вырабатываемая электроэнергия на Ингургэс и перепадный ГЭС-1 поставляется в Абхазию. Но, как говорят специалисты, этого недостаточно, в связи с чем переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до 31 марта. Здание Верховного суда в Сухуме готовится к сдаче после восстановления. Как заверяют строители, несмотря на задержки с финансированием, объект будет сдан в срок. Подробности в материале Ренаты Шакая. Еще несколько лет назад здание нынешнего Верховного суда было заброшенным и разрушенным. На его крыше росли деревья. По словам строителей, перед тем, как приступить к основным строительным работам, им пришлось вывести более 50 машин бытового и строительного мусора. В этом здании у Красного моста Верховный суд республики располагался и до войны, но во время боевых действий оно было разрушено. И вот уже спустя более 20 лет здание практически восстановлено. На данном этапе у нас уже вот здесь завершающий сейчас этап идет. Просто опять же, что переход был на Новый год, а с Нового года, как обычно, это каждый год такие проблемы, недофинансирование еще идет. И вот мы с Нового года еще ничего не получали. Но, несмотря на это, мы работы не остановили. Проектно-сметная документация здания составлялась в 2012 году. На его восстановление и реконструкцию было выделено 88 миллионов рублей. Первая строительная фирма, которая занималась ремонтом каркаса, выполнила половину работ. А в 2014 году проект был передан управлению универсальной строительной компании, которая и продолжила работы по восстановлению внутренней отделки. Как рассказал директор УСК Джумат Гебя, за все время строительства курс доллара несколько раз менялся, а проектно-сметная документация осталась прежней. Но, несмотря на все сложности, компании удалось уложиться в сроки. Каркасные дела, это не мы, не наша работа была. Мы пришли чисто на отделку. Начали мы, и сейчас уже к завершению идем. Сметная стоимость объекта была 88 миллионов. Из них 48 это общий строй, а остальное на оборудование. Это вентиляция, кондиционирование, пожарное оборудование, видеонаблюдение. И все это туда входит. Около 2000 квадратных метров полезной площади, 2 центральных входа, более 100 кабинетов, 3 зала судебного заседания, отдельный въезд для спецмашин, система вентиляции, видеонаблюдения, пожарной безопасности и, конечно же, панорамная крыша. Все это уже завершенные работы. Внутренняя отделка выполнена в евростиле. Еще очень важно отметить, что строителям удалось сохранить стены здания, входящие в реестр историко-культурного наследия республики. Все необходимые консультации проводились со специалистами. Рената Шакая, Беслан Джинджуля, Абхазское телевидение.
Погрануправлением ФСБ России в Абхазии во взаимодействии с СГБ Республики, Госинспекцией по маломерным судам и Госкомитетом по экологии и охране природы регулярно проводятся мероприятия по проверке режимов, установленных на государственной морской границе. В ходе несения службы в районе Гагра-Пицунда выявлены турецкие рыболовецкие суда «Коломбо», «Балык-Чалык-3» и «Бафрали-3», осуществляющие промысловую деятельность в закрытом для промысла районе. Информация о нарушении законодательства республики была передана в службу государственной безопасности Абхазии и председателю Государственного комитета по экологии и охране природы. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания Республики Абхазия. Сегодня в дебатах примут участие кандидаты от Гагарского избирательного округа номер 11 и Ацинского избирательного округа номер 19. Завтра, 1 марта, прямой эфир абхазского телевидения будет предоставлен кандидатам, зарегистрированным в Гудаутском 18-м избирательном округе и Пицунском 9-м округе. Согласно закону, в эфире абхазского телевидения каждому кандидату предоставляются равные права. Согласно статье 21 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах депутатов Народного собрания, всем кандидатам в депутаты предоставлено равное бесплатное эфирное время на канале АГТРК. 18 минут бесплатного эфирного времени каждому кандидату, из которых 15 минут выделяется на теледебаты, 3 минуты на агитационные ролики. Эфирное время предоставляется бесплатно, но в первую очередь это право кандидата на участие в эфире. Это не обязательство. В связи с чем рассчитывается из количества 141 кандидат, но в итоге не приходит их полное, их весь список кандидатов, в связи с чем мы вынуждены были ограничивать как-то во времени это. Решением Центра избиркома были утверждены порядок прохождения теледебатов решением Центра избиркома. И в соответствии с данным решением уже АГТРК действует на основании этого решения. Опять же, это решение было согласовано с АГТРК. Чтобы свести к минимуму фактор предвзятости, было принято совместное с ЦИК решение об использовании урны с наиболее актуальными вопросами. Мы ставили перед собой задачу максимально раскрыть личность кандидата. И поэтому мы сознательно ушли от формы вопросов от телезрителей, потому что, как показывает практика прошлых лет, эти вопросы, они носили характер его участия в укладке асфальта или каких-то других проблем. А те вопросы, которые формировала экспертная журналистская группа, они, кстати говоря, носят общий характер, то есть и они дают возможность человеку показать, насколько он ориентируется в теме. То есть сегодня разные кандидаты идут в депутаты, кто-то строитель, кто-то сантехник может быть. Каждый может быть профессионал в своем деле, и он не обязан быть экспертом, допустим, в области экономики, демографии или чего-то еще. Однако эти темы сформулированы таким образом, что у него есть возможность показать, что темы, которые волнуют общество, для него не новые, что он ориентируется в этой области. Теледебаты проходят между кандидатами в депутаты, баллотирующимися в одном избирательном округе. Таким образом, во время предвыборной кампании на канале ГТРК пройдет 35 эфиров по числу избирательных округов. Их последовательность и день выхода в эфир определена жеребьевкой в Центризбиркоме. Согласно избирательному законодательству, нам необходимо было предоставить равное бесплатное эфирное время каждому кандидату. Вы знаете, сегодня огромное количество кандидатов баллотируется в парламент. И также, объективно говоря, все желают, чтобы их показывали в прайм-тайм. То есть это достаточно ограниченный промежуток времени, это с 9 часов до 12, потому что после 12 уже избиратели меньше будет смотреть эфир. Формат теледебатов из года в год практически не меняется. Что касается непосредственно самой студии, откуда ведется прямой эфир, то она оснащена всем необходимым, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно. В формате, во-первых, главное то, что поменялось. Мы, конечно, отказались от тех грандиозных, таких и долгих представлений кандидатов и сделали все более лаконично. Сам по себе формат, он вообще и определен уже давно, и везде он не меняется, потому что основная часть это все-таки дебаты. Сама студия, она небольшая, но мы сделали декорации таким образом, чтобы поместились те люди, которые идут
в качестве кандидатов в парламент. А вы знаете, их было немало, это более 100 человек, поэтому мы предусмотрели все для того, чтобы и 7, и 8, и 9 кандидатов могли присутствовать в нашей студии. Что касается предвыборных роликов кандидатов в депутаты, то они транслируются в обратной последовательности жеребьевки ЦИК, без возможности менять дни по своему усмотрению. В случае, если кандидаты опоздали подготовить ролик для трансляции в отведенное время, то их бесплатное эфирное время сгорает. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами на напорном водоводе 1 марта с 12 ночи до 6 вечера будет прекращена подача питьевой воды в центральной части города, на Старом поселке, в Нагорной части города, в районах Маяка и Виема. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 5-7, днем 12-14 градусов. Температура морской воды 7 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.